Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в историю и, так скажем, генеалогию одного из древних кыргызских племен Кущу. Иногда их еще называют Куджу. Да, добрый день. У нас есть интересные материалы исследователя Абрамзона, ну и плюс данные из местной устной генеалогии, Санжира. Попробуем разобраться, что же самое важное они нам сообщают. Задача непростая, но очень увлекательная. И вот сразу, чтобы заинтриговать, есть свидетельства, которые указывают, что племя могло существовать еще в X веке. И даже есть предположение о связи с древними тюркскими каганатами. Давайте начнем разбираться. Так, вот Абрамзон. По его данным, племя Кущу может быть связано с древним племенем Гышу, Гешуда. которое в VII веке входило в крупное объединение Нушиби. Это западно-тюркский каганат. Именно. А Нушиби — это же одно из двух главных крыльев каганата было. То есть это довольно высокий статус, скажем так. И, что еще важно, Кушучу относят к левому крылу кыргызов, а их тамга — родовой знак — кружок. Кстати, такой же знак у одного из родов племени Мунгуш и у Танисбая с племени Джору. Да, и вот эта возможная связь с Гэшу — это, конечно, очень интересно. Это же укореняет историю Кушчу, прямо в центре событий западно-тюркского каганата. Крупнейшее государство было в Евразии тогда. То есть это говорит о возможном влиянии предков Кушчу. Вполне возможно, или как минимум об их заметном месте в структуре каганата. Абрамзон, кстати, еще приводит данные китайских источников 17-18 веков. Там упоминается племя Хушицы. Хушицы. Похоже на Кушчу. Вот-вот, считается, что это они и есть. И упоминаются они в Восточном Туркестане. А еще, смотрите, родовое подразделение Кагасты, оно встречается и у таласских Кушчу, и у синдзянских. Тоже показатель. Интересно. Но ведь упоминания есть и раньше, в Маджму ат-Таварих, это 16 век, они тоже есть. Это конец 14 века, и было у них прозвище Кукалдаш. Да, Кукалдыш — молочный брат, близкий человек хана. Исследователь Радлов, помните, он даже предполагал, что Кущу — это такое связующее звено между тяньшанскими и енисейскими кыргызами. Звучит масштабно. Хотя вот эта прямая связь с древними Гешу из Нушиби — это все-таки пока гипотеза, надо признать. Но что точно не гипотеза, это то, что сам компонент Кущу встречается у многих тюркских народов. У кого, например? Смотрите, нагайцы, туркмены, башкиры, узбеки, даже азербайджанцы. Это говорит о, скажем так, древности и широком распространении этого этнонима этой группы. А внутренняя структура, что предания говорят? По преданиям, которые Абрамзон фиксировал, племя делится на две большие части. Это Жош, там в роды Касымсиит, Тарасиит, Тынымсиит, и вторая — Мендулат. А Мендулат — это кто? А туда входят вот эти известные ветви — Таскущу, Каракущу, Коккущу, и те же Кагасты, Чельжубут и другие помельче. Понятно. Хорошо, это мы рассмотрели, так сказать, научный подход Абрамзона. А теперь давайте вот к другому источнику. Местная устная генеалогия. Санжира. Там ведь, наверное, своя перспектива? О, да. Санжира — это совершенно особый взгляд. И вот что она особенно подчеркивает, так это древность племени Кучу, они чаще так называют. Кучу? Угу. Да. И утверждают, что племя сохранило свою структуру еще до Чингисхана, в отличие от многих других, которые, как считается, переформатировалось позже. А на чем они основываются? Есть аргументы? Оно уже тогда. Действительно сильный довод в пользу древности. А что еще хранит Санжира, кроме вот этой древней истории? Она хранит память о местах, о былом расселении. Называют Кызылой, Тигермети, Каражул, Кокшаал. Это все в современном Синьцзяне в основном. То есть конкретные места? Да. И что особенно ценно, память о предводителях живет прямо в географических названиях. Перевал Алдиарбек, в честь того, кто первым его прошел, пастбище Мурзакельди, Сенбек, Шибато, имена людей на карте. Удивительно. Более того, в Санжира даже говорится, что в 1595 году в Уч-Турпане было образовано свое небольшое ханство Кучу. Ничего себе. Но ведь история не бывает только радужной. Наверняка были и трудные времена. Санжира об этом говорит. Еще как говорит. Очень подробно описываются конфликты. С племенем Чирик в Кокшаале, с Багышами в Кызыл-Ое. И вот из-за этих столкновений, как рассказывает Санжира, Кучу сильно ослабли, их потеснили.
И что было дальше? А дальше драматические события. Рассказывается, как примерно в 1780 году вожди Абаилда и Берег были вынуждены увести часть людей из Кокшаала. Куда? Это была целая эпопея. Путь лежал через Андижан, и пришли они в итоге в Таласскую долину. И Санжира утверждает, что их потомки и сейчас живут в Таласе. А те, кто не ушел с ними? А вот другая часть племени, которую связывают с их противником по имени Чуко, пошла другим путем, через перевал Тишек-Чапный-Сыккуль. И нынешние сыккульские кучу — это они? Считается, что да, это их потомки. И вот эти рассказы о миграциях, они очень хорошо объясняют, почему кучуи сегодня живут не только в Таласе, но и, рассеяны по многим областям Кыргызстана, Джалалабадской, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской, ну и в Синьцзяне, конечно, что, в общем-то, совпадает с данными Абрамзона о расселении. Получается, какая картина вырисовывается? История очень древнего племени, которая зафиксирована и в научных трудах, да, с опорой на письменные источники, и в то же время в живой памяти народов, Санжира. Именно так. Видны следы участия в больших исторических процессах, видна их внутренняя структура, видны вот эти драматические миграции, переселения. И в чем ценность такого двойного взгляда? А ценность как раз в сочетании. Научные работы, как у Абрамзона, они дают нам скелет, структуру, контекст, связи с другими народами и эпохами. А Санжира, она наполняет этот скелет, скажем так, плотью и кровью. Живыми деталями. Да. Имена предводителя, истории конфликтов, вот эта связь с землей через название гор, перевалов, пастбищ — это уже живая история. И вот в завершении такая мысль. Учитывая, как широко расселились кучу или кучу, и что их следы находят у стольких разных тюркских народов на протяжении веков, какие еще могут быть скрытые нити? Может, языковые или генетические? Вот-вот. Какие еще связи могут объединять вот эти разбросанные по всей Центральной Азии ветви этого, несомненно, древнего рода? И это, пожалуй, вопрос для будущих исследований. Очень интересно. Спасибо. Пожалуйста.